Всем привет! Сегодня вторник, а значит мы снова с вами. В эфире передача «Спортивный интерес» и я ее ведущая Кристина Кокаева. И, как обычно, коротко о главном. Алана Кочиева, чемпионка России по карате весовой категории до 61 килограмма. Этот турнир был отборочным на чемпионат Европы. Черменко Бесов и Альберт Хинчагов завоевали серебро чемпионата мира по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. У Амины Танделовой золото на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе. Алина Касабиева стала третьей. Тимур Тидеев поднялся на вторую ступень пьедестала первенства мира по грэпплингу среди юниоров. Георгий Бозров завоевал сразу 2 золотые медали на чемпионате мира по грэпплингу среди ветеранов. Алания продлила свою победную серию, на этот раз одолев Махачкалинский Анжи. «Спартак» Владикавказ в упорной борьбе уступил «Интеру» из Черкесска. В румынском городе Констанца состоялся чемпионат мира по армрестлингу. Конечно, остинские спортсмены в составе сборной России завоевали целую россыпь наград. Сегодня у нас в гостях триумфаторы турнира Хаджимурат Золоев, Мадина Каирова и чемпионка мира по пара-армрестлингу Алина Малдигова. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли и с невероятными, заслуженными, я так уверена в этом, победами. Все-таки остинские спортсмены оставили всех снова неудел. Скажите, вопрос ко всем вам. Это действительно мы на голову выше всех, и никто не может приблизиться? Ну, статистика так показывает. Если мы выезжаем на чемпионат России, то практически 80% в сборную команды входят спортсмены с Осетии, потому что у нас спорт развит в Осетии, то есть за спорт очень сильно переживают и родители, когда детей отдают спорт и так далее. То есть у детей какая-то мотивация бывает занять какие-то призовые места, и поэтому результат налицо. А в чем секрет все-таки? Вы хотите, наверное, услышать, что в остинских пирогах, но, честно сказать, трудолюбие, профессионализм тренеров и, честно сказать, мечта, за которую идет спортсмен, то есть он свою мечту превратил в цель и идет к своей цели. Вот, Хаджимурат, раз начали говорить с вами, у меня к вам вопрос. Насколько я нашла информацию в интернете, вы 14-кратный чемпион мира. Не надоедает? Я уже как бы ветеран, можно сказать, в этом виде Где спорта. вы находите вообще желание снова побеждать снова и снова? Желание бывает, что и бросить хочется, но мне все спрашивают, когда ты бросишь. У меня один ответ: молодые подскажут, когда бросить. Пока не вижу перспектив, пока есть возможность давать молодым, скажем так, маленькую фору в своем возрасте, но все равно результат налицо, стабильность, 100% результат. Было такое, что я в этом году несколько раз споткнулся, но у меня очень сильно, это уже с возрастом травмы и так далее, они все-таки дают о себе знать с возрастом. Вот расскажите, где брать эту жажду победы, голода победы? Голода победы до этого чемпионата мира не было. Единственное, был такой момент, чтобы удержать свои титулы, то есть чемпионом. Стать, может быть, как-то за раз легко становится, но потом держать этот титул, быть все время чемпионом, это сложно. В этом году мотивация была такая, что я перешел в другую потяжелее категорию, в ту категорию, где уже на протяжении, наверное, 5 лет не проигрывает болгарский спортсмен. Но тут пришли вы. Да, тут пришлось. Я нашел в эту мотивацию, потому что он на порядок моложе меня. И он очень много титулованных спортсменов сбросил с Олимпа, то есть как он перешел в этот вес, многие пытались его выиграть, побороть, и поэтому все ждали этого противостояния между мной и им, но так как я был немного в меньшей категории, пришлось набирать вес, искать ту мотивацию, которая мне нужна была, потому что это очень сложно бывает, когда уже все выиграл, и искать мотивацию. И я нашел только в этом направлении и пошел и выиграл. Окей. Каково это скидывать с пьедестала непобедимого? Честно сказать, я рассчитывал, что и многие болельщики, многие фанаты, которые присутствовали и вообще, которые в онлайн сетях смотрели, они все ждали какой-нибудь борьбы или завязки там,
что будет сильное противостояние. Ну, как-то либо я чрезмерно подготовился, я вообще очень легко прошелся по спортсменам, так скажем, других стран, и сам не ожидал, что я был в такой форме прям, потому что проверить себя здесь не мог, потому что многие титулованные спортсмены уже забрасывают, уходят, и бороться с молодыми как-то, они не любят со мной бороться, это связано с тем, что сейчас молодые такие перспективы все ставят, тут если он проигрывает, он уже начинает чуть-чуть обламываться, поэтому... То есть у них была Ира Макеева, которую ждали соперницы, а теперь все ждут, когда Хаджимурат вот Ира устанет. меня бросила, да, вот мы единственное... Тебя Ира бросила, меня Батик бросил, что которые делать? там были, которые все время показывали результаты, и мы на самом деле с ней самые титулованные спортсмены в России считаемся. Она раньше меня даже начала, наверное, на годик или на два уже выигрывать и так далее. То есть у нее очень много... Она самая титулованная, наверное, спортсменка среди мужчин и женщин, если брать по нашему виду спорта, она вообще вот... Когда в книгу рекордов Гиннесса внесут, да? Ну, может быть. Почему нет? Теперь к нашим прекрасным дамам. Мадина, Алина, вы первый раз стали чемпионками мира. Мадин, что самым сложным было во время этого чемпионата мира для тебя? Подготовка, наверное, потому что я готовилась к этому. В прошлом году я проиграла. И вот я себе цель поставила. Вот на следующий год я буду сильнее готовиться. И хочу встать на первое место пьедестала. И вот как-то так мы с тренером Караев Валерием Андреевичем, у меня тренер, и мы с ним готовились, очень упорно готовились. А вот ты на ступень пьедестала зашла, ты добилась этого. Эмоции свои помнишь? Ты верила в то, что случилось? Если честно, нет. Не знаю, как-то... Или я еще до конца не понимала то, что я уже чемпионка мира. А сейчас осознала? Сейчас, конечно, мне многие пишут, поздравляют. И уже потихоньку как-то человек осознает то, что уже есть какое-то достижение. А что дальше? Как теперь себя мотивировать? В прошлом была мотивация, что не выиграла, а сейчас выиграла. Что дальше? Дальше уже надо поддерживать тот уровень, который я уже достигла. И уже дальше готовиться еще больше и больше. Алин, вы из присутствующих единственная, кто чемпионка мира и правой рукой, и левой рукой. Как вам это удалось? Ну, если честно, я, конечно, первый раз в мире. И, как мой тренер говорит, на одну голову выше. Он мне сказал, ты сильная, ты выиграешь. Я вот поверила. Вы же относительно недавно начали заниматься, да? И вот сразу такой успех. Ну, и, честно говоря, вот, по сравнению с другими, им, конечно, посложнее. Ну, мне не очень сложно было. Нету пока соперника хорошего. А как вы вообще пришли в пара-армрестлинг? Откуда появилась идея? Я вот Хаджи тоже вот здесь, по-моему, был. У нас передача? Да, по-моему, интервью у него было. Я его послушала, и в прямой эфир попала я к нему. Сказал, приходи, посмотришь, понравится. И тогда было, по-моему, выходные, у них вот летние каникулы потом. И у них в зале есть доступ для инвалидов. Я один раз пришла, и сразу мне понравилось. Тренер тоже сразу принял меня. Посмотрим, как, что. И вот Сколько лет вот вы с момента, как вы пришли в зал первый раз, и вот медали ваши две у нас здесь лежат? Я 1 год пропустила, у меня была очень сложная травма. Считать, что 2 года всего лишь. Вот расскажите про эту травму. Я знаю, что это за травма, но хочу, чтобы зрители понимали, что вы преодолели. Я первый раз поехала на чемпионат России, это было. Сразу первая схватка, и руку поломала. Сама ее сломала. Не рассчитали свои силы? Да, я сама ее сломала, сама виновата. Ну, после этого очень год почти потеряли.
Но мне больше жалко было моего тренера, потому что он больше переживал. И я сказала, я все равно выиграю и Россию, и Европу. Ну, потом и Миш тоже. Ну, так и сделали. Ну, вот вы говорите, была очень сложная реабилитация. Вот сейчас на чемпионате мира страха не было? Вот поберечь себя, руку где-то придержать? Если тренер рядом где-то, то я не боюсь. Когда кто-то из-за спины? Да, это точно. Это если вот за спиной стоит, то мне не страшно. Так вы не сказали нам все-таки, сколько лет с первого прихода в зал до медали Ну, 3 чемпионата года. мира? 1 год я потеряла полностью. 3 года. И Да. вы уже, можно сказать, почти абсолютная чемпионка мира, я правильно говорю, Да, если да, правая да. и левая рука? Да, конечно. Алин, честно, вот если это, может, даже в эфир не выйдет, я вами восхищаюсь, потому что я себя не могу заставить пойти в зал просто. Вот я это хотела и А, сказать. Вам, вот, правда, восхищение, и, надеюсь, вот этих медалей будет все больше и больше, и преодолений, даже уже не преодоления будут, уже больше будут победы, главным Да, образом. да, Я да. вам искренне этого желаю. Спасибо. Вот у нас Алина, правая рука, левая рука. У вас с Мадиной и Хаджимурат нет такой цели обеими руками выиграть чемпионат мира? Есть, конечно, такие цели, я всегда к ним иду, но это связано немного с моими травмами, потому что по неопытности я поначалу, по молодости, на горячую голову выходил бороться, не размявшись, не разогрев руки. И получилось так, что сперва правую сломал, потом я ее восстановил, потом через год левую сломал. И вот левая рука до сих пор дает о себе знать, то есть вроде работаешь на тренировках, ничего не болит, но за столом это совершенно другие нагрузки, потому что если мы в зале, мы контролируем тот же самый вес, то есть чтобы мы его почувствовали сперва мягко, потом утяжеляем, потом где-то на силу работаем и так далее. А тут соперник выходит, и он тебе сразу дает 200% нагрузку, скажем так, то есть он тоже вышел за стол бороться, то есть выигрывать, и поэтому получилось так, что я как-то думал, сейчас я выиграю, я слишком поднял себе планку и сломал себе руку. Вот как Алина говорит, это вот мы сами в этом виноваты бываем иногда. То, что мы иногда думаем, давай вот со мной поборись, там характер какой-то включаем. Но вот левая рука плохо зажила. Она зажила-то хорошо, но беспокоит. я не то, что беспокоит, я ее так не ощущаю, как правую руку, то есть по технике выполнения. Нет той уверенности. Движение, потому что армрестлинг это не просто тупо встать за стол и бороться, там есть своя техника, там есть свои нагрузки, там есть определенные углы, чтобы не сломаться, не травмироваться, поэтому... Действительно же многие думают, что это просто тупо подойти. Думают, что это вот как в баре встать за стол с кружкой пива и начать бороться. Нет, это уже профессионально, там и стол уже все, свои рамки имеет, то есть свои правила, есть своя методика тренировок и так далее. То есть, это профессиональный вид спорта, если кто-то туда уйдет уже узко. А кто для себя там хочет побороться в баре, очень много случаев тоже, кто ломают руки, да, конечно, потому что все борются костями, а тут у нас связочные аппараты, мышцы и так далее, мы их усиливаем, мы их работаем над ними, мы же не косточками боремся. Любой человек хочет стать двухкратным, но у меня тоже на правой руке травма в прошлом году на России. Не бережете вы все себя, никто не бережет. Боролась, и, естественно, вот как Хаджи сказал, любой выходит бороться, и как-то, плохо разогрелась я, наверное, или, не знаю, соперница такая сильная попалась. И травму получила, и, если честно, я на чемпионат мира, когда ехала, я готовилась тоже, и правой готовилась хорошо. Но уже первый поединок, и обратно у меня как-то рука заболела, и я как-то уже все расслабилась и понимала то, что я уже не смогу бороться. Да. Вот вы говорите, что у всех были серьезные травмы. Вот слушать это уже пугающе. А у вас никогда не было желания, получили травму, все бросить, его? Нет, если честно, нет, никогда не было такое желание. Не знаю дальше, как будет, но сейчас мне хочется все и больше выигрывать. Алина, не было желания? Вот вы только пришли, сразу серьезная травма. Нет, мои родные все сразу мне запретили. Нет, больше не будешь. Так как я в коляске, рука поломана, полностью ничего не могу делать.
Но я сказала, нет, я все равно встану. Зато, наверное, как сейчас все гордятся, что вы все приехали вот с такими наградами. Да, это так не делается, чтобы вот отказаться. Спасибо вам большое, что вы сегодня к нам пришли, что вы приносите для нашей республики такие награды. Мы желаем вам еще долго выступать, но главное, берегите все здоровье и приходите к нам в гости почаще. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Удачи. В Моздоке прошел открытый турнир по тайскому боксу. Сборная Северной Осетии завоевала первое общекомандное место. Подробнее об успехе нашей команды расскажет мой коллега Георгий Гасиев. В Северной Осетии огромное количество молодежи увлекается единоборствами. Конечно, наибольшей популярностью пользуются борьба и бокс, но в последнее время юноши и девушки стали активно записываться на секции тайского бокса. Бой восьмиконечности привлекает молодежь своей брутальностью и большим арсеналом ударной техники. Несколько лет назад во Владикавказе был открыт зал «Золотой лев». В последнее время он привлекает внимание многих любителей единоборств. О том, что он один из самых востребованных, говорит количество спортсменов. Здесь тренируется около 100 человек. За время существования воспитанники не раз выигрывали российские и международные турниры. Недавно ребята порадовали наставников и болельщиков очередными победами. На сей раз соревнования проходили в Моздоке. Турнир приехало очень много команд. С нашей республики было где-то до 70 человек. Из города приехали ребят, 53 спортсмена уехали. Также были гости из Ставрополя, спортсмены из Ростова-на-Дону приехали, из Дагестана. И также и моздокская команда. И наши ребята выступили очень удачно. Первое командное место. В «Золотом льве» тренируются ребята и девушки разных возрастов. Каждый относится максимально ответственно к тренировочному процессу. Юные бойцы в зале работают наравне с опытными и не уступают им в амбициозности. Яркий пример – 13-летний Георгий Битиев, который может похвастаться вполне внушительным соревновательным опытом. Только за последний месяц он выступал на 2 турнирах. Недавно мы приехали из Моздока. Там я провел один бой, выиграл по очкам. До этого мы были в Геленджике, провел 2 боя. Эти 2 боя победил досрочно. Кстати, Георгий Битиев далеко не самый юный боксер в зале. В «Золотом льве» есть отдельная группа ребят, им всего по 8-9 лет. По словам наставников, они уже составляют мощный костяк команды, который достойно выступает на состязаниях. Я недавно приехал с Моздока, там провел один бой, выиграл по очкам. В первом раунде я чуть подустал, но все равно выиграл. Моим соперником был Одинаев Эльбрус. Я с ним 3 раза дрался, первый раз выиграл, третий тоже, второй раз он меня победил. Я не против того, чтобы увидеться с ним еще раз. Сейчас ребята активно готовятся к следующему турниру. 22 ноября состоится открытое первенство Анапы по тайскому боксу. И судя по темпам подготовки, подопечные Верди Тариева намерены вновь занять первое общекомандное место и привезти домой как можно больше медалей высшей пробы. Георгий Гасиев, Александр Левченко. Спортивный интерес. В выходные во Владикавказе состоялся турнир по фехтованию на призы 3-кратной олимпийской чемпионки Галины Гороховой. Наш коллега Георгий Гасиев там побывал и сейчас расскажет, что там было интересного. Во Дворце спорта имени Дзарасова на минувшей неделе можно было услышать лязги холодного оружия, победные кличи и горечь поражения. Здесь проходил открытый чемпионат республики по фехтованию на призы 3-кратной олимпийской чемпионки Галины Гороховой. В соревнованиях участвовало около 40 раперистов. На стадии 1/8 все противостояния проходили без особой интриги, так как сказывался класс между опытными спортсменами и дебютантами.
Так совпало, что появление виновницы торжества Галины Гороховой совпало с началом четвертьфиналов. И именно в это время на дорожках стала разворачиваться упорная борьба. Данный турнир для меня очень дорог и очень важен для того, чтобы поддержать фехтовальный спорт во Владикавказе. Потому что здесь были показаны выдающиеся результаты. Кто там несколько десятилетий мог подумать, что чемпионы мира, олимпийских, призеры олимпийских могли быть подготовлены в фехтовальном зале. А вот сегодня мы гордимся этим, что вот выходцы из этой школы фехтовальной Владикавказа стали олимпийскими чемпионами, призерами и чемпионами мира. Один из самых напряженных поединков развернулся между Элиной Салбиевой и Ариной Караевой. В первые минуты более опытная Караева вышла вперед. Она грамотно и размеренно наносила укол за уколом и обеспечила себе неплохой очковый задел. Но молодая Элина Салбиева не намерена была сдаваться без боя и во второй половине встречи сократила отрыв до минимума. Но тем не менее опытная Караева довела матч до победы. Счет встречи 15-12. В это же время на соседней дорожке билась фаворитка турнира Мадина Дзитиева. Ее соперницей была Ангелина Цагаева, но здесь упорной борьбы не было. Дзитиева победила 15-3. Ну, я на этом турнире уже выступала и не раз, но в этом году я хотела вообще со спортом как-то завязать. Я уже и тренером работаю, и мои девочки здесь тоже выступают. Но сейчас вот я пару боев провела, и что-то не хочется мне пока завершать. Думаю, еще буду выступать. В полуфинале Мадина Дзитиева скрестила оружие со своей подругой Ариной Караевой. Но на дорожке дружба отходит в сторону и в ход идет оружие. Борьба была равная только на первой минуте, после чего Дзитиева вышла вперед и победила. В финале ее соперницей стала одноклубница Дарина Ахполова. Она, в отличие от Караевой, дала большее сопротивление, но все же уступила 15-10. Таким образом, Мадина Дзитиева подтвердила свое реноме лучшей раперистки республики. Она вместе с Ахполовой и Караевой отправится на Кубок России, который пройдет в декабре в подмосковной Лобне. А вот среди шпажисток первое место заняла Анна Келексаева, второй стала Лайма Кудухова, а третьей Анастасия Назарова. Они также отправятся в декабре бороться за пальму первенства на Кубок России. Георгий Гасев, Александр Левченко, «Спортивный интерес». Возвращаясь к фехтованию, в выходные немного расстроили меня своей грустной новостью. Наша олимпийская чемпионка Аида Шанаева объявила о завершении карьеры. И сегодня она у нас в студии и, надеемся, поделится сокровенным. Здравствуйте, Аида. Здравствуйте. Спасибо большое, что сегодня с нами. И, можно сказать, практически эксклюзивное интервью нам. Вы завершаете карьеру. Она была вот настолько интересная. Я, честно говоря, фехтование начала смотреть благодаря вам. Да, расскажите, спасибо, пожалуйста, почему? Ну, когда-то спортсмен должен завершить карьеру. Кто-то это делает раньше, кто-то позже. На то есть причина у каждого спортсмена. У меня так получилось, в принципе, карьера была такая, ну, где-то была яркие события, где-то падения были, где-то рождение ребенка второго. То есть вот так стабильно у меня не было, что я каждый год выступала на мирах. Ну, на Олимпиадах стабильно, потому что Олимпиада это раз в 4 года. И это самый важный турнир, и я старалась сделать так, чтобы на Олимпиаду успеть все свои дела. Но, к сожалению, после Рио-де-Жанейро, даже уже до Рио, за год до этого, в 2015 году, когда был отбор, у меня что-то нога начала болеть сильно, я не придавала этому значения, думаю, у спортсмена всегда что-то болит, и не стоит переживать. Ну, потом мне это стало мешать, потому что нагрузки увеличивались, надо было отобраться на Олимпиаду, и нога стала сильнее болеть. И выяснилось, что у меня там серьезная травма, но уже отступать было некуда, потому что я уже была в отборе на Олимпиаду, лицензию было тяжело достать, но я туда поехала. А после Олимпиады я поняла, что цикл 4 года выдержать с такой травмой невозможно. И приняла решение, что надо родить еще одного ребенка, родила. Потом подумала, надо вернуться попробовать, вдруг что-то изменилось. 3 турнира отфехтовала, поняла, что и возраст как бы уже, у спортсмена возраст имеет огромное значение, силы не те, желание может огромное, цель есть всегда, стимул есть, а силы уже не те. Плюс еще и нога тоже у меня побаливала.
3 турнира отфехтовала и поняла для себя, что все, Ида, пора заканчивать. Зачем себя насиловать, вся жизнь еще впереди. Еще для спорта, может быть, уже карьера закончила, а личная жизнь, семейная, она только начинается, и поэтому нужно поберечь себя и, возможно, найти себя в чем-то другом. Вот это решение далось тяжело? Оно не далось вообще никак. Оно просто вот... Вытекло из ситуации. Да, просто оно так получилось. Я ничего не объявляла официально, там что-то. Меня просто спросили: Аида, ты тренируешься? Я сказала: вот по таким-то причинам нет. И получилось так, что моя карьера завершилась. Теперь официально для всех. Ну, практически, да. Хорошо. Вот футболисты вешают бутсы на гвоздь, боксеры перчатки. Вы что бы вешаете? Я могу рапиру повесить. У меня тоже перчатка есть, почему нет? Правая перчатка. Но я ее не вешаю, ничего не вешаю. Я просто, если у меня есть какой-то инвентарь, оставшийся после моих всех соревнований, у меня и рапиры были, и перчатка, и маска. Ничего я не повесила, кому надо было, раздала, себе оставила что-то памятное. Ну, так, чтобы вот, допустим, рапира была, или там мой костюм. На память оставила, дети вырастут, может, им понадобится. А вот, кстати, дочки знают, насколько у них крутая мама? Ты им рассказываешь это? Ну, я, честно говоря, не любитель про себя что-то рассказывать. Но они видят. Недавно обнаружила, что младшая дочка открыла шкаф и достала медаль. И именно из всех моих медалей она одела на себя вот пекинскую, олимпийскую и ходила. И мне это было так приятно. И я для себя поняла, что, наверное, для родителей достижения их детей гораздо важнее, чем свои. И как бы в душе где-то мне захотелось, чтобы кто-то из них пошел, может быть, по моим стопам. Пустила бы? Хотя это, ну, если будет желание и будет получаться, почему бы и нет. Ну вот у тебя карьера была довольно захватывающая, интересная. 2 олимпийские медали, медали чемпионатов мира, Европы. Оглядываясь назад, ты можешь вспомнить какой-то самый значимый для себя момент в твоей карьере? Ну, значимее, чем Олимпиада, наверное, ничего нет, потому что как-то раз в 4 года, и я не знаю, почему так, всем кажется, что именно вот какой-то акцент делают именно в этот год, что Олимпиада, и все, и как будто это конец света. На самом деле нет. Я могу вспомнить и другие соревнования, допустим, чемпионат мира в личных, как я выиграла, там тяжело мне было одним уколом, где-то на приоритете, где-то там в финале, как-то тяжело, что... И вот я помню, что у меня была такая радость в душе, что наконец-таки этот сезон закончился, и не зря, потому что он давался мне тяжело. Я в сезоне за 10 турниров ни разу не была в 8. А приехав на Олимпиаду, на чемпионат мира, я его выиграла. Это была какая-то неожиданность для меня, хотя мой тренер всегда говорит: это твое место, и тут неожиданного ничего нет. Кстати, когда-то говорила с твоим одним из первых тренеров, и они сказали: знаете, если бы Аида занималась каким-то другим видом спорта, она бы там выиграла, характер у нее такой. Ну, спорт у меня в сердце, в душе. Я с детства спортивная, я любила спорт. Я и музыкой занималась 5 лет. Но я понимала, что нет у меня таланта. И не то, что таланта. Талант тяжело, наверное, найти сразу. У ребенка в 6-7 лет должно быть желание. Если у него нет желания вообще, вот это, конечно, тяжело. Тут надо искать и заставлять его. А когда ты видишь, что твой ребенок тянется ко всем видам спорта, и ему все равно вообще чем заниматься, то, мне кажется, о музыке и речи не могло быть. И вот для себя я сделала такой, как бы, переломный момент. У меня сделала выбор в пользу спорта. Ну, так получилось, что это было фехтование. Я не отрицаю, что... Но мне не нравятся какие-то, допустим, лично для меня спорт не нравится, там, силовые или вот какие-то, мне нравятся игровые, такие вот, фехтование это как бы единоборство, мне нравится, потому что там надо быстро принимать решения, там надо обыграть, надо включить свою изящно голову. очень. Изящно, красиво, форма, как-то вот грациозный вид спорта, честно говоря. Аида, что было самым сложным для тебя в твоей карьере спортивной именно? Наверное, осознание того, что я больше не могу заниматься своим любимым видом спорта. Не потому, что мне там сколько-то много лет. Мне на самом деле было всего 27 лет, когда я узнала, что вот, невозможно совместить вот эту травму, не буду говорить, какую у меня с ногой проблемы. И вот такой вид спорта, потому что все время надо двигаться, прыгать, выпад делать. И мне это очень мешало.
И там мне предлагали, говорили, все, заканчивай, зачем тебе это надо, или делай операцию, или то. И вот как-то, ну, врачи же все время вот перестраховываются. Но это год, два, три перестраховка была. А потом я для себя, правда, поняла, что... Осознание Да, пришло. что я, по-моему, даже ходить скоро не смогу. И вот как-то вот это мне было больно признать, что я еще могу, я еще понимаю, вижу, я могу выйти, не тренироваться год и половину выиграть. И вот смотрю, и мне даже где-то больно, что вот кто-то, который был вообще слабее, вот. Но это жизнь, это нормально, я это приняла, потому что я переключилась на своих детей, и мне это нравится, и я вообще не жалею ни о чем. Спасибо Богу, что так все получилось. Аида, вот если вспоминать Пекин 2008 год, получилось, что Олимпиада в августе 2008 год, не очень приятные события, точнее даже грустные события у нас происходят тут. Тяжело ли было тебе сосредоточиться на выступлениях на Олимпиаде и не переживать за то, что происходит тут? Вот в тот момент, когда здесь вот эти события произошли, Владимир Владимирович, он был у нас в деревне в Пекине. Он тогда был не президентом, а Премьером. Да, премьер-министром. И вот у нас была встреча с ним, все. И тут что-то вдруг случилось, и он быстренько отменил встречу и улетел именно в Москву, наверное, потом сюда прилетел, я уже это не помню, честно говоря. Было очень неприятно, потому что это не отразилось на мне. Я, конечно, не забыла, как фехтовать и из-за чего туда приехала. Я понимала, что должно быть все нормально. И как-то, неприятно было, честно. Телевизор все смотрели, переживали. Именно мне там, мои девочки по команде, они не особо осознавали, потому что они из других регионов. Ну да, касалось именно наших, потому что, насколько помню, вы тогда сказали, что эту победу посвящаете как раз и мы посвятили вот эту победу именно вот этим событиям. Но на тот момент, за 3 дня уже вроде все утихло, и как-то было... Удалось сконцентрироваться. Да. Аида, если говорить о фехтовании в целом, тебя устраивает, что происходит сейчас с этим видом спорта в Осетии? Условия, уровень, победы? Если человека что-то устраивает, то значит все, рост закончился. Но как устраивает? Меня устраивает то, что у нас остались традиции фехтовальные, сильная школа, тренера, которые хотят добиться высоких результатов со своими спортсменами. Это, конечно, приятно. Я, когда в зал прихожу, я вижу, как они стараются, как они, цели у них есть, трудолюбие, желание, расстраиваются, проигрывают, кто-то плачет. Это мне все нравится. В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы побольше было внимания в наш вид спорта. Может быть, он не самый популярный в республике, но не самый худший. Дает плоды, как-никак. Да, дает плоды. Я думаю, что в ближайшем будущем все будет хорошо. Что дальше? Главный вопрос, который всех интересует. Ты окончательно попрощалась со спортом или все же думаешь о тренерской деятельности? Если я думала о тренерской деятельности, я не думаю, потому что тренером быть – это то же самое, получать нагрузку. Только ты одеваешь нагрудник и также двигаешься, также... лучше бы я тогда уж сама фехтовала, потому что я из-за этого и ушла, что я не могу физически, пока на данный момент, пока я не разобралась со своей ногой, пока тренерская я не думаю, потому что это немножко не получится у меня. Для таких, как я задам глупый вопрос, потому что я до сих пор не понимаю разницу. Рапира, шпага, сабля. Вот чем они Многие отличаются? фехтовальщики не понимают. Они отличаются правилами, они отличаются самим оружием. Оружие, я имею в виду, рапира, сабля, шпага, клинок. Есть 4-гранный, 3-гранный, гарда, эта круглая. Куда уколоть, да? Куда уколоть. В шпаге можно колоть куда угодно. В рапире есть специальная электрическая курточка. Не хотелось тебе перейти в шпагу, чтобы куда ни ткни, а иногда хотелось, думаю, уже бы уколоть куда-нибудь, чтобы загорелось. Но у них и правила тактические, тактики у них нет. У них темп, кто быстрее уколет. То есть я, будучи шпажисткой, не могу перейти налегке в рапиру или в саблю? В рапиру ты так легко не перейдешь. А с рапиры на саблю или на шпагу перейдешь, потому что рапира, она более такая уязвимая, она более, тактика, там судья должен разобрать фразу, кому в атаке, кому в защите, кому контратака. Иногда сами не понимают вообще, кому укол, спорят постоянно. А в шпаге что? У кого загорелся, если даже у 2 загорелось, им присуждают. А в рапире нет, там начинают что-то разбирать.
Видеоповтор. А сабли вообще непонятно кому. Я иногда смотрю и сама не понимаю. То есть мне не надо себя стыдиться, что я плохо Не разбираюсь. стоит. У нас есть небольшой сюрприз, Аида, для тебя. В знак благодарности за все те годы карьеры, когда ты нас радовала своими наградами. Спасибо тебе большое. Мы спасибо. желаем тебе найти себя вне спорта и там быть еще счастливее, чем ты есть. Спасибо вот и наш большое. сюрприз. Ой, спасибо большое. Спасибо большое, Спасибо, Аида. спасибо. Спасибо, что поделилась с нами, наверное, И сокровенным. красивые. Добра тебе и как можно больше счастья. Спасибо вам Спасибо. большое. Ну что, пришло время прощаться. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и болейте за наших. Пока-пока.